Если мы только вот таким образом будем молчать, если мы будем молчать, то сейчас, вот смотрите, я предполагаю, да, вот они сейчас ездят, договорятся, все замнут, все, закончится все эта хуйня. И все весь этот маячий шквал, нахуй, поедет обратно. Башкортостан, Татарстан, везде, нахуй, ебать 9-летних детей. Вот эта хуйня будет, нахуй. Там еще половина инвалидов будет, нахуй, блядь, руки, ноги нету, нахуй, они там будут орать, кричать, нахуй, хуйню мается, блядь. Короче говоря, полный бардак будет. И теперь вопрос возникает. Вопрос. Ну, нашим, так скажем, предводителям, непонятным, недотепам, так скажем, блядь, нахуй, которые пытаются взять независимость, нахуй, Башкортостана, Татарстана. Что вы думаете? Вот вам вопрос, блядь, что вы думаете? Вы что, все? Все, в Украине все, забудьте Украину, все, Украины нету, все, окей, закрыли тему, все, тишина, порядок, Украина, все, отдали, все, чики-пики, все, они живут дальше. Все, нет плацдарма, все, нет плацдарма. Это вот этим кавказцам тоже относится, нет плацдарма, все. Вы где плацдарм хотите найти? А? Где вы плацдарм? Как вы хотите воевать дальше? Как вы находиться будете? Так же в Украине? Хуйня это там будете? Что вы будете делать? Все, вас тоже растусовали, все, видите? Дорогие, спасибо, все, живо остались, все, давайте, до свидания, все, ушли. Что будет дальше? Что будет? Что будет, нахуй? Ну, да, еще тут Макрон отправит там, человек 100-200 там, защита периметра. Окей, защита периметра будет, и что? И что с этого, блядь? Защита периметра, и что? Через какое-то время, блядь, будете ждать опять войну? Опять будете воевать, да? Как это, вы знаете, какой-то нахуй, такт, незаконченный такт, блядь, нахуй, блядь, недоебанный получается, блядь. Или надо доебать, или нужно, блядь, нахуй, насосаться. Вот или туда, или сюда надо, блядь, нахуй. Или вас что, дотрахали, или вы все-таки уничтожите Москву, блядь. Определите уже, блядь, или туда, блядь, вы что хотите, блядь. Вот это, у меня мозг в последнее время хуеет от этих новостей. Одно и то же, блядь, нахуй, и везде одно дерьмо, нахуй. То, что Трамп это сказал, Зеленский это сказал, это, решения нет. Самое интересное, здесь я вот чувствую, блядь, бункер этот странный, сука, блядь, нахуй, радостный, блядь. Это гнида радостная, нахуй, там в своем бункере, ха-ха, ловит каждый, нахуй, бухает, нахуй, блядь, праздник ночью, вот, явно вот это, нахуй, дискотека, вся хуйня, блядь, у них там, праздников, а я, нахуй, блядь, вот такая хуйня идет там, блядь, вот, я точно это знаю, нахуй, то, что, блядь, потому что они, как говорится, грубо говоря, трахнули, блядь, Трампа, блядь, трахнули, блядь, так хорошо трахнули, что он никак не может еще вытащить хуй Путина, блядь, из жопы, понимаете смысл, блядь, потому что, блядь, нахуй, такое чмырье, блядь, нахуй, пришло, блядь, в американское вот это, блядь, как это нахуй называют, блядь, дерьмовое, нахуй, так скажем, мероприятие, блядь, произошло у них, блядь, был бы лучше тот, нахуй, недоделанный, блядь, нахуй, Байден, блядь, лучше был бы, нахуй, блядь, чем этот хуй, блядь, и в итоге что получается, блядь? Получается, нахуй, блядь, он радостный, этот Путин, нахуй, радостно кайфует, нахуй, там, блядь, идет кабаю каждый день, наверное, день не нужно, блядь, и в итоге, нахуй, вспоминает, блядь, как он, блядь, лоханул Трампа, блядь, потому что, нахуй, он ждал этого, долго ждал, кто что скажет, блядь, и вот они, вы как бы, и Машку съесть, и нахуй съесть, вот вы все сделали за него, понимаете, блядь, за него все сделали вы, все, вот просто, но, ни одно только тут момент, конечно, поймал я, Зеля, все-таки наш человек, блядь, Зеля все-таки человек, который не американский еврей, блядь, он СССРский еврей, и он знает, что у нас такая хуйня просто так не прокатывает, вот это, вот, и у меня это такая тема есть, блядь, у нас есть такая тема, мы же, нахуй, не европейцы, не американцы, мы же не лохи, я всегда об этом говорю, блядь, мы хитровыебанные, и Зеля знает это, нахуй, знает Зеля то, что, блядь, нахуй, Путин, блядь, пидорас вот еще, что, блядь, нахуй, что от него, нахуй, ожидать можно все, блядь, и игра не закончилась, блядь, Зеля это знает, поэтому пытается из последних сил, блядь, барахтаться, как говорится, утонувшим, так скажем, блядь, нахуй, уже, дерьме, нахуй, Трампа, блядь, понимаете, поэтому, что я могу сказать здесь, только есть одно спасение, повторяюсь еще раз, впустить нас в территорию на плацдарм Украины, пустить нас, блядь, я буду этой хуйней, этой темой, нахуй, там буду рулить, нахуй, из Башкортостана, с Татарстана я буду, нахуй, подтягивать людей против Москвы, нас дохуище, просто нет плацдарма, вы этого не можете понять просто, я найду людей. Найду, блядь. Но для этого у меня должны быть гарантии, что меня там никто не чпокнет, нахуй, блядь, в Украине, за то, что я пойду против Москвы. Потому что там гарантий нет, нахуй. Может, Трамп не хочет Москву ранять, понимаете, нахуй? Тут, понимаете, игра такая, блядь, свеч, нахуй, стоит, блядь, как скажем, как говорят, блядь. Или не стоит, говорят, блядь. Поэтому, как бы, здесь игра опасная, нахуй. Поэтому мне нужна, нахуй, гарантия, что, блядь, нахуй, если мы вот такую тему, блядь, загоняем, договариваемся с Зеленским или с кем-нибудь, нахуй, или с европейскими какими-то людьми, что против Москвы мы топим до конца, то для этого нужны гарантии. Гарантии того, что, блядь, нахуй, подтянутые люди получат полное обмундирование, боеприпасы, поддержку, там, само собой, ну, все, я в этом не разбираюсь. Ну, по крайней мере, вот первоначальные вещи, блядь, которые надо, блядь, людям, которые идут, блядь, против Москвы, притом, нахуй. Вы за это время что-то, блядь, дальше курса нихуя никуда вам не дают идти, блядь. Может, и вы пошли, вам не дают, блядь, меня вот это и бесит, нахуй. Бесит меня уже это 3 года, блядь. Сука, вы что, не можете ёбнуть по Москве? За все время ничего не прилетало в Москву, блядь. Ничего, блядь. Вот туда-сюда, хуйня какая-то, блядь, нахуй. Как по пизде ладоши, блядь. Надо же, блядь, ебашить нормально, вот этим, что давай. Этот, Макрон, что давай? Надо с ними ебашить. Что, блядь, что вы храните их, нахуй, нахуй, копите, блядь. Поэтому я считаю, вот сейчас, в данный момент, надо как-то нам конкретно собраться. После пожара хуй нас говорят. Но пока у нас пожара нету. Поэтому, как говорится, давайте, пока не поздно, соберемся и бахнем нахуй, блядь, по Москве, блядь. Давайте создадим этот плацдарм. Давайте соберем, блядь, независимые республики этой пидорасии, чтобы создать и у нас независимость. И вы свои земли вернете. Мы вам гарантируем, вы вернете свои земли. Потому что мы отведем все войска на свои территории. Мы с ними сами будем там решать проблему. Главное, нам нужен входной плацдарм, входная дверь. Нам нужна входная дверь. Казахстан нам не даст эту дверь. Казахстан не может. Сам в дерьме. Уже я не знаю, какую территорию вам еще рассказать. Грузия тоже в дерьме. Я не знаю, кто там рядом еще. Федерации рядом. Да не больше нет никого, нахуй. Турция, блядь, чё, сука. Она сама трус, как говорится, тут еще, нахуй. Как я вам Алдар Батыр постоянно читаю, как турки, опять напомню, как турки с крымским ханом кинули, нахуй, башкиртов. В 1700 годах, 1704-1708 годах, когда восстание в Башкортостане было, они нахуй послали наших. Поэтому я и, наверное, сердце чувствовал или что, я не знаю. Я ненавижу просить у турков что-то. Я не собираюсь просить у них что-то, нахуй. Мне легче у европейцев просить, потому что и они мне не должны, я им ничего не должен. Легче так легче. А вот когда наши, узнаешь по истории, наши предки просили у Мехмеда какого-то гандона, туркожопого, нахуй, гандона, блядь, просить его, нахуй, помощь, и они сказали, нет, мы с узкожопыми вась-вась, нахуй, мы не можем вам из-за вась-васи, нахуй, помочь. Понимаете? А сейчас что, это не вась-вась, нахуй, а? Если вась-вась же, блядь, с этим Путиным, нахуй, вась-вась, и как он может, блядь, помочь свободе Башкортостана с Татарстаном, со своим сраным Тураном, блядь? Никак. Поэтому эту тему я иногда вспоминаю, не хочу затрагивать, затрахал меня, они затрахали Путин, нахуй. Я, Аллах согласен, только унижаться, просить только Аллаха. Все, вот, только труда делать, просить у Аллаха день и ночь. Все, никакой нахуй Эрдоган нам не нужен, блядь. Вот и все. Кроме Аллаха нам никто не поможет. Поэтому и украинцы, молитесь, чтобы Путин сдох. Вот примерно так. Все гурьбой молитесь. Не идете воевать, нахуй, молитесь тогда. Вся Европа, украинцы, молитесь. Американские украинцы, молитесь. Каждый день молитесь, каждый день. Прям принимайте ислам. Нахуй, принимайте ислам, в конце концов, блядь. Молитесь правильно. А не куда-то там, боже матери, блядь, казахские, хуйня не надо, хуйня блядь. Кресты в жопу пихать не надо, блядь. Молитесь правильно, блядь, по исламу. Вот тогда, может, Аллах вас услышит, как говорится, и даст вам победу. А так я не знаю, блядь, нахуй. Вы, грубо говоря, блядь, отдаете сами же, своеручно, Путину, блядь, свои земли. Своеручно отдаете, понимаете, блядь? Меня же мне хуёво становится, блядь. Что я представляю, если вот эти земли сейчас отдадут, получается, моей тете, получается, все земли, где она родилась, моя тетя украинка, перейдет в России, блядь, в рабство. Короче говоря, вы свой народ, так скажем, украинский, отдали в рабство, блядь, нахуй, на какое-то время, я надеюсь, блядь, это будет на пользование, блядь, нахуй, этой России. Они их там, само собой, залечат, сделают узкожопыми всех, нахуй, как те 700 тысяч детей, которые спиздили, блядь. Вот такая вот хуйня будет, блядь. И считайте, вы добавите еще, так скажем, каких-то новых врагов в себе, понимаете? Если в дальнейшем еще какая-то конфронтация будет, блядь. А она будет, потому что у нас еще независимость ждет. Наша независимость ждет еще против Москвы, блядь. Украина закончится, может, у нас что-то начнется потихоньку. Примерно так. Поэтому, как говорится, я не сдаюсь, мне похуй вообще, блядь. Пока я не создам независимость Башкортостана с Татарстаном, блядь,
мы не будем, как говорится, так сказать, блядь, нахуй, останавливаться или что-то в этом роде, нахуй. Закрой один канал, нахуй, да похуй, откроем еще другой канал, какой разница, нахуй. Вон, месяц-два, блядь, наберу людей, блядь, надеюсь, 50 человек не могу даже набрать. Ну, значит, надо больше времени. Наберу, выйду в эфир в Ютубе, блядь. Вот примерно так. Ну, а так, эфирить, нахуй, это не дело. Это уже последняя, так скажем, блядь, инстанция моя. Потому что, блядь, нахуй, я не знаю, как народу это доносить. Вот сегодня как раз еще одну тему пиздели на дожде, что почему-то контакт больно, нахуй, раскрученный становится у них, блядь. Но в контакте ситуации, я думаю, не вижу смысла. Если я в контакт засунусь, нахуй, там меня в тот же день заблокируют, нахуй, с такой информацией, блядь, нахуй. Там же ёбнут сразу, блядь. Поэтому, блядь, у меня только остается пока также планирую, блядь, YouTube. И, в конце концов, пока когда нет эфира, тикток хожу, блядь. А так, если видите, кусками записываю, я заебался их уже, блядь. Скачивать, записывать, пиздец, лучше в эфире. Пусть оно внутрь зашло, удобно, оказывается, блядь. А кусками это пиздец, канитель, нахуй. Слушай, у меня интернет, блядь, тут давно, блядь. Это хуя живет интернета. Вот так, давайте будем читать тогда, дохуя, что я перепиздил, блядь. Накипело, так скажем, блядь, за эти дни, блядь. Я же нормальный эфир даже не могу идти, блядь. Так. Ну вот, что-то мне закидывали, давайте прочитаем вот подряд в телеге. Везде, нахуй. Вот, видите, вот, Казань, северный человек, блядь. Казань, северный человек, понимаете, блядь, вот что за дерьмо, нахуй. Это просто, блядь, мне закинули вот так ньюс, нахуй. Давайте почитаем, о чем тут говорят. Подряд, чтобы не читать, потом перейдем на другой канал. Новое националистическое движение набирает народ в Казани. И спикер тут еще человек всем говорит, что из Вагнера, оказывается, блядь, угрожает мирным людям, мусульманам, чисто нацисты, на территории родного Татарстана. Разберитесь, пожалуйста. Просто честно, страшно, они выходят, видео, где учатся стрелять, и в кого потом они будут стрелять, братьев мусульман? Если это не остановить, страшно представить, к чему мы придем. Посмотрите на выступление их лидера, который постоянно оскорбляет ислам мусульман. Не должно быть места нашей прекрасной республике такому сброду. Ну-ну-ну. Поэтому вот мы есть, мы этот сброд будем вычищать, иншаллах. Мы есть. Вот. Поэтому ваше самое Татарстана будет исламское государство. Исламское государство будет с адекватной тематикой. Конечно, у нас не будет ни ИГИЛа, нахуй, там, ни всяких хизбут-тахрир, блядь, вот это все хуйни, блядь, сектантской, нахуй. У нас не будет. У нас будет цивильное государство, но ислам будет у нас, блядь. Первый стоящий будет ислам. Нам не нужны эти ебаные кресты ваши. Кресты, нахуй, мы отвезем, нахуй, или уже готовы гробами, нахуй, стажопов, нахуй, или, нахуй, просто, нахуй, уже побитую, нахуй, Москву, запихаем нам в жопу ваши кресты из Башкортостана, из Татарстана. Нам, нахуй, не нужны ваши кресты. Я сейчас как раз таки вот через день делаю историю, читаю как раз Алла Батыра, мы будем вникать в историю нашу, честную историю, правдивую историю, и мы будем вас ебать, ублюдки, нахуй. У стажопов, вот этих, северный человек, блядь, южный человек, мы вас будем ебать по полной программе. Да, базар нет, вы северные человеки, да, базар нет, это не будем спорить. Вы финно-угры, нахуй, вот с этого московского болота, нахуй, с московского болота. Дальше Рязань, это не ваше. Все это наше, наши земли, блядь. Вот после Рязани мы вас загоним за Рязань, чтобы, суки, даже палец свой не высовывали отсюда, гандоны, блядь, нахуй. Выебем, высушим, пидорасы, блядь. За Башкортостан и Татарстан вы будете отвечать, нахуй, блядь. Вы не думаете, что гандоны, нахуй, 1700 года вы долбили наших предков, и это все забудется. Нихуя. Вы историю переписали. Хуй с ним. Аллах Та'аля нам будет открывать всю правдивую историю, и мы будем узнавать, крепче. У нас, блядь, ненависть, нахуй, и будем вас ебать по полной программе. Вы не думаете, что мы, нахуй, это все просто так сейчас спустим. Просто сейчас, в данный момент, нахуй, у нас много макуртов, которых мы пытаемся разбудить. Мы, иншаллах, их разбудим. Если не разбудим, их тоже будем ебать. Проблем нет, нам их не жалко. Их задача, если они хотят жить, они должны будут перейти в нашу сторону. Если не хотят, будут бежать в сторону Москвы, как и вы, нахуй. Пятки только будут у вас сверкать, нахуй. Всех выебем, высушим, трахнем, нахуй, восхищили, нахуй. А девчонок ваших, нахуй, блядь, оставим, сделаем, нахуй, мусульманами. Вот так будет, нахуй. Вы наши крестили, а ваших будем мусульманами делать, нахуй. Вы не думаете, нахуй, что все просто будет, нахуй. Нихуя просто не будет, нахуй, блядь. Все бумерангом будет возвращаться, блядь. И вы считаете, наверное, нахуй, что, блядь, ваши страны истории, нахуй, блядь. Понимаешь, блядь, вас взяли, нахуй, Татарстан, потом Башкортостан начали долбить, нахуй, потом Сибирь, Тобольск, блядь, и так далее. Это все наши земли, блядь. Понимаете, вот я читаю историю, осознаю, что наших земель, нахуй, хуево туча, блядь, нахуй. Понимаете, блядь. Кучумское ханство там, кто там был, Карахалпак был, там, татары были, Башкурлар был, там, вы понимаете, вот, да хуя кто там был, блядь. Поэтому, исходя из зоны вот этих Ерзя-Мокша, Чуваши, Марийцев, Коми, само собой, все это отожмем, блядь, Карелия, это все будет свободно. Ингрия, все будет свободно, нахуй. Вы останетесь в своем пятачке, нахуй, в московском болоте, нахуй, блядь. Разрушим, блядь, мы его. Как вы Украину разрушали, как Грозно разрушали, мы тоже, нахуй, пух и прах его съедем, нахуй. Аул оставим, вот, Аул Чертанова, Аул будет, нахуй. Все, Аул, Орехово, Зуево, Аул будет, Орехово, Зуево, не Зуево, все, блядь, у вас будет Рублев, Аул будет, все разровняем, нахуй, блядь. Из нуля будете поднимать все дерьмо это, понимаете? Кремль, блядь, обязательно, нахуй, блядь. Кремль, блядь, по кирпичкам разберем, нахуй, блядь. Все, нахуй, разведем, нахуй, и затопим, нахуй, вот свою вашу речку московскую, нахуй. Речку туда, все, дерьмо выкинем, нахуй. И трупы ваши туда же тоже закопаем, гандон, блядь, под этими кирпичами, ублюдки. Каждого узкожопого ждет смерть, нахуй, каждого, нахуй. Вы борзеете вот этими, сука, вот этими своими движениями, это вы пока борзеете, нас нет, блядь. Мы придем, купим здесь совет, нахуй, как у нас говорят, балаган голову за нахуй. Переведу, выебем вас в жопу, нахуй, и в руки вручим вашего ребенка, нахуй, который выйдет из твоей жопы, нахуй. Примерно понимаешь, да? Я тебе, как говорится, наш перевожу тебе, наш язык, блядь. Вы же ублюдки даже неудостойные мрази за 500 лет, блядь, нашего рабства, не знаете татарства, не башкатаны, блядь, старшакла, блядь, не говорят там чеченский, вообще трудный язык, блядь. Вы вообще не знаете наших языков, гниды захваченные, блядь, нахуй, а? Вы же не знаете, даже не удостоились, нахуй, даже там узнать, блядь, вообще наш язык, блядь, нахуй, даже не задумывались, нахуй, блядь. Нет, нахуй, все крестили, а хули крестили, а если вы наш язык даже не знаете, ублюдки, блядь. Понимаете? Мы же вас, нахуй, можем на своем языке только так, блядь, нахуй, матом крыть, нахуй, вы нихуя ничего не поймете, ублюдки. Понимаете? Мы можем спокойно общаться на своем языке, вы нихуя ничего не поймете, не добавляя узкого языка вообще. Понимаете смысл, блядь? Вы как вы создавали, блядь, нахуй, нас, блядь, рабами, не зная, нахуй, наш язык, блядь? Вы что, ебанутые люди? Или как, блядь? Нацисты. Вот и все. Так, сейчас почитаем что-нибудь. Ну вот этот, короче, МВДшник, короче, мент сегодня дал этот, вот этот мент, нахуй, дал интервью, блядь, уже не Чаринскому, до этого Чаринскому дал почему-то, он ебанутый тоже, блядь, я не могу понять, такие башкоты, блядь. А потом сейчас, сегодня решил дать Руслану Габасову интервью. Поражаюсь над людьми, когда, блядь, тут, нахуй, я тут раз уже первый день высказывался, когда был Чаринского, он произвел, блядь, впечатление нам всем. Я хуею над такими башкотами, блядь, нахуй, тут, блядь, им долбишь год, блядь, до меня Габасов, до этого Кашапа, блядь, 30 лет долбит, нет, эти мудаки ебаные, менты сраные, нахуй, блядь. Для меня он все равно мент, нахуй. Хоть 1000 раз, блядь, мусульманин, мне до пизды он мент, нахуй. У меня он ментов родственников хуею туши, блядь, по всем Башкортостану менты, нахуй. И что, блядь, что с этого, нахуй, блядь, взять, нахуй, как говорится, взять, нечего взять, нахуй. Исходя от этого, вот такие ублюдки, нахуй, которые, нахуй, нарисовались тут, нахуй, сейчас пришли в ислам, туда-сюда, начинают что-то бздеть, нахуй, и потом они, самое интересное, блядь, не дают интервью, блядь, нашим, а дают кому-то другой нации вообще. Я просто хуею над людьми, блядь. С какой башкой вы думаете, ублюдки, когда вы приходите, гандоны, вам, блядь, я год долблю Башкортостана, Татарстана, интервью, блядь, если вам охота попиздеть людьми, выйти на какие-то эфиры, нахуй, что, тотальная башка такая, что ли? Хуй с ним даже не со мной, блядь, нахуй, вы со мной, нахуй, минуту не просидите, нахуй, какой-то меня сидит, нахуй, кто такой, нахуй, блядь, если не так будешь пиздеть, нахуй, на моем эфире, блядь. А так, блядь, нахуй, мог бы дать, блядь, также Габасову, Кашапу дать мог бы, а Руслану Асину мог бы дать интервью, что, да хуй, что, нет, что ли, других наших наций, что ли? Что не могу понять, нахуй, что за разделение, блядь, нахуй, таких башкортов, нахуй, на другие нации, блядь. И постоянно у него, блядь, вы чуть-чуть сегодня тоже слушали, я не дослушал его, у него опять какое-то явление, нахуй, такое, что у него как бы с узкожопами, как бы нормально тоже. Он еще, он тупой, нахуй, не дозревший мент, нахуй. У него, типа, высказывание его, типа, он, типа, националист или нацист, хуй знает, он даже сам не знает. И как бы у него как бы нормально с устными братьями, он как говорит, у него все, он как бы, допустим, как это сектант, блядь, у него общение мусульманства, как сектант, блядь, сектанты обычно вот так общаются, он явно через секту пришел в ислам, блядь, он нормально не пришел в секту, вот через секту, когда приходят люди, вот такой он, ебанутый, у него манера общения. Он говорит, братья русские, говорит, мусульмане, вот типа, да похуй, нам до пизды, он мусульманин русский. Без душман чем? Без душман урос, блядь. С ним определились уже, блядь. Определились, уёбок. Определились, если ты даже 1000 раз мусульманин. Русский, это русский, блядь, нахуй, наш враг, блядь. И не надо тут перекладывать это на теорию, блядь, мусульманства и ислама. Не надо здесь, нахуй, хуйню маяться. Можно сказать, окей, да, базара нет, он мусульманин, окей, все понятно. Но
Без братугу, блядь. Без братугу нахуй, блядь. Пойми, если вот в данный момент тебе даже вот, тебе пример сегодня привела сама, она сказала своим языком, Фарида Курбангареева, которую я ненавижу, блядь, ебаная, пиздела с узкожопами, и узкожопа ей сказала, иди нахуй. Это Ларина ей сказала, иди нахуй. После этого вот и думаете, что, где, сука, узкожопы вам были друзьями? Всегда у них была корысть. Корыстные дружбы, блядь. Чтобы нахуй войти, блядь, какие-то, блядь, не знаю, интриги, что-то, я не знаю, блядь, что-то нахуй. И самое интересное, она еще сама не может понять, это дура. Она заканчивается, иди нахуй с Лариной, и через какое-то время на нее поступает малява нахуй. Фарида объявлена в розыск. ТВП нахуй. А чё ж так, а? Почему столько узкожопых нахуй против Путина никому не объявлено? А? Почему, блядь, Фариде объявили? А потому что Ултатар. Потому что Ултатар ей сразу вписали нахуй. Типа она все надо ее прикрыть нахуй. Месть. Понимаете? А кто может доказать, что это не Ларина? Может, это Ларина. Может, еще какой-то нахуй враг, блядь. Понимаете смысл? Вот у меня все узкожопые враги до меня, допустим. Откуда ты понимаешь, что может на меня малява накатать? Да мне похуй вообще. Понимаете смысл? Поэтому, исходя от этого, нахуй, нужно понимать одну вещь, блядь. Волшебная платформа. Вы, когда захотите общаться, чуть-чуть полистайте YouTube, нахуй. Посмотрите, кто чего пиздит. Я же не с бухты барахты говорю, что я вот с Цымбалюком хочу пообщаться. Его общение как-то мне понравилось, блядь. Вот хочу я с ним пообщаться. Я же не говорю, что я с узкожопым хочу пообщаться. Если идет война, нахуй, блядь, против Москвы, блядь, как ты можешь общаться вообще с каким-то, допустим, узкожопым, нахуй, как вот этот Фарида Курбангареева, ебанутая, нахуй. А этот, вот этот башка, блядь, как его, куда башка, нет, это ёбаный, блядь, Алса, блядь, ёбаный, нахуй, где-то в Корее, оказывается, он. Ебанул не в Европу, а в Корее, нахуй, сейчас в Южной Корее, оказывается, находится. Этот, блядь, башка тоже, блядь, ну, Молокосов, блядь, решил общаться Али Чалин с ним, который в Украине. Не могу понять, нахуй, блядь. Ладно, хуй с ним, если ты общаться хочешь с Украиной, ну, тогда поговорим бы с Айваном, имамом. Имам этот, Саид Исмагилов, что ли, Саид Исмагилов. В чем проблема? Почему именно нужно было с Чалин с ним общаться? Чешет пьянчик, блядь. Поэтому вы уже определитесь конкретно, ваш план товар, блядь. Вам кто друг, блядь, а кто враг? Вы определитесь уже, собирайтесь уже, нахуй, кучковаться пора уже, блядь. Алда Батырна, рухла беда уже, запаша масса, Салат Юлаев, там уже, укрепатор, на всякие, да. Жирафонда. Когда вы уже, блядь, второй там башка на товар, он говорит, бәрәнләр. Ёб, блядь, нахуй. Была второго уляма, нихуя. Вот это тоже проведем. Вот кандидат главврача Екатеринбургского района. Вот, Кирилл, Дагестан, вот, ноги нету. Вот кандидат главврача Екатеринбургского района. Сидит рядом с ним прокурор. Издевается. Лично я им говорю, написанный нейропатологом лекарства. Сидит, издевается, этот прокурор пугает этим. Сам берет у инвалидов. Я могу доказать, что он берет у инвалидов. У детей, больных детей. Вот я ему хочу этот протез подарить, чтобы он продал и купил себе что-нибудь. Без этого он не хочет. Вот я ему даю этот протез. Вы сделаете что-нибудь. Сейчас все ребята приедут. Это так не будет. Как этого прокурора? Я не знаю начальник прокурора. Он пугать начинает здесь. Это что такое? Не первый день. Каждый раз из существования прохожу. Вот такой концерт он мне делает. Сюда. Слышали, да? Обращение участника СВО, Кизилюрт, Дагестан. Это весь Башкортостан, Татарстан, блядь, всю Россию ждет это. Понимаете, это просто один маленький, нахуй, 0,01%, блядь, той проблемы, которую мы сейчас видим. Это хуйня еще. Это еще у него кусок ноги нету. А вернутся те, у которого две ноги нету, и две руки нету. Представили, да? Люди-пауки, блядь, так скажем, блядь. Астафируллах. Вот они вернутся. И если помните, до этого я читал, как пару месяцев назад, на каких-то, не знаю, каналах своих, о том, что, блядь, не хватает в этой пидорасии ног и рук, 3D, ну, как они делают, они 3D делают, как я понял. И вообще, блядь, нахуй, этих ебаных этих протезов. Представляете, протезов не хватает. Протезов не хватает. Это означает, прикиньте. Это значит минимум или 2, или минимум 4 на одного. Понимаете? Значит, 2 или 4 не хватает протезов. И представьте, если оно не хватает, значит, ебать, сколько инвалидов, блядь. Прикиньте теперь. Из той категории, которых мы видим еще, которые бегут нахуй на костылях, которые бегут в атаку, блядь, на местные штурмы, блядь, нахуй на костылях, мы их тоже, наверное, живых увидим еще. Мы же не можем сказать, что все передохнут, блядь. Мы же не можем вообще посчитать, сколько еще там инвалидов, нахуй, которые сейчас на войне, которые лежат в окопах, в всяких подвалах, нахуй, где их держат, нахуй, мучают, нахуй. Я, блядь, мне хуёво, блядь, от всего этого, нахуй. Я говорю, нахуй, как, блядь, да, ну, блядь, это наши люди унижение, блядь. Эти наши люди, блядь, в унижение этих ублюдков узкожопых. И никакой гордыни нету. И это вот говорит дагестанец своему начальнику Манкурту, менту какому-то гниде, который служит этой узкой общине, грубо говоря. Понимаете как? Вот Дунья, да? Дунья до такой степени стала, блядь, такой противно лицемерной, где не можешь даже на кого-то полагаться. Каждая сука нахуй тебя сдаст, кинет, бросит, убьет. Вот здесь кто-то грузил, я успел скрин сделать. Карта вот с ТикТока, короче, у кого-то я пизданул.